Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Коротко о главном. В помощь милиции МВД переданы 10 автомашин. Взамен разрушенных взрывом в селе Приморское идет строительство новых домов. Больше топить не будут. Завершается чистка русел городских рек. Новые служебные машины получило сегодня Министерство внутренних дел Абхазии. Пока автомобили не оснащены, их доставили в нашу страну прямо с автосалона Hyundai Россия. Транспорт приобрели по поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба. Это обошлось государству в 6,5 миллионов рублей. Средства были изысканы государством из резервных источников. Еще пахнущий заводской краской Hyundai – долгожданное пополнение автопарка Министерства внутренних дел Абхазии. В общей сложности подвижной состав правоохранительного ведомства страны увеличился на 10 единиц. Все они приобретены на госсредства у дилеров Hyundai Motors Россия. То разнообразие служебного автотранспорта, которое есть сегодня у центральных органов госуправления, у должностных лиц, которым положены транспортные средства, они как бы в кавычках пестрят на разнообразие, содержание которых не совсем соответствует нашим реалиям, и поэтому мы планируем, и уже дано поручение Кабинету министров, мы будем готовить постановление, ограничивающее верхний лимит приобретения транспортных средств. Мы приведем это все в единообразие. Бюджетные, экономичные транспортные средства – это то, что нам нужно в современных условиях. Большая часть машин будет нести службу в МВД. Ключи глава министерства получил с пожеланиями многократно повысить оперативность реагирования на обращения и напоминанием о том, что от работы МВД зависит спокойствие граждан и гостей страны. Было поручение президента об усилении материально-технического состояния дел. В МВД нужно было приобрести машины. Президент поставил задачу. И хочу отметить, что это не из лимитов бюджета на содержание МВД, а из резервных источников были изысканы соответствующие средства. И сегодня у нас есть возможность передать Министерству внутренних дел 10 единиц автотранспортных средств. Мы понимаем, какие сложности есть в МВД. Конечно же, это количество машин не решит всех проблем, но знаем о проблемах, которые есть в территориальных подразделениях, в райотделах. Часть вопросов, я надеюсь, мы сегодняшним этим передачей закроем. И в дальнейшем гарантируем поддержку, как и ранее это было. Эти автомобили, конечно, большой подарок для МВД, но до полного переоснащения всего автопарка еще далеко, отметил глава правительства Беслан Барцец. На сегодняшний день у ведомства около 120 единиц транспорта. Какая-то часть из новых машин будет передана ГАИ, остальные – в различные управления МВД. Ни для кого не секрет, что ситуация и положение очень сложное в системе МВД сегодня. И поэтому ту помощь, которую сегодня вы нам оказали, для нас будет существенна. Мы постараемся эти машины, которые мы сегодня получили, естественно, раздать. Некоторые автомашины будут оснащены специальными спецсредствами, те машины, которые уйдут для выполнения специальных мероприятий, это имеется в виду в ГАИ и в другие органы. А так, те машины, которые будут использоваться в криминальном блоке, естественно, эти машины не будут оснащены. Сразу после осмотра все новые авто отправились к местам несения службы. Низ Фаршба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. В Сухуми прошло заседание политсовета политической партии АПСН, на котором большинством голосов избран новый председатель партии Ахар Аристава. Кроме того, в ходе заседания политсовета партии были обсуждены вопросы укрепления безопасности и правопорядка в стране. В селе Приморском Гудаутского района продолжается строительство новых домов взамен разрушенных во время взрыва на складах боеприпасов Министерства обороны Абхазии, произошедшего в августе этого года. Успевают ли строители к зиме, узнавали наши корреспонденты. Репортаж Саида Джерсалия. Прошло уже более 2 месяцев с тех пор, как в селе Приморское взорвался склад боеприпасов Министерства обороны Абхазии. Взрыв нанес большой урон жителям близлежащих домов. Взрывной волной выбило оконные стекла. Стены покрылись трещинами, обвалилась кровля. Взрыв оставил без крова 12 семей. Руководством страны была создана комиссия по ликвидации последствий взрыва. После проведенной оценки специалистов было принято решение о сносе и строительстве нового жилья наиболее пострадавшим семьям. Дом Тумана-Трапш находился примерно в 500 метрах от склада боеприпасов. От взрывной волны стены дома покрылись трещинами, местами обвалился потолок. Сегодня рядом с его домом, находящимся в аварийном состоянии, строится новый. Строят новый дом, а мы радуемся.
А в данное время, значит, экстренно работают, строят. Вот уже считайте, что первая кладка начинает на днях. И я думаю, месяц 1-2 дом будет стоять. Средства на строительство домов были выделены из резервного фонда президента. На данном этапе рабочие заливают фундамент зданий. Они трудятся каждый день, чтобы успеть к зиме. На сегодняшний день ведется строительство в 6 домах. Лично я строю 2 дома. Фундамент один уже построил, второй вот заканчиваю. На той неделе фундамент заканчиваю, плиты заливаю. Квадратура такая же самая, что было у них. Мы ничего не добавили. Строители делают все возможное, чтобы новоселье у людей состоялось как можно скорее. Здесь, как вы видите, проводятся сейчас работы по установке буроновидных свай. Этот дом тоже сильно пострадал. Здесь мы были с комиссией и провели изыскательские работы, после чего было установлено, что этот дом подлежит сносу. И провели также работы по грунтам, то есть грунты тут сыпучие, для основания дома непригодны. На сегодняшний день новые дома отстраиваются 12 семьям. Строительство идет по графику, и уже в конце года пострадавшие от взрыва семьи должны заселиться в свои новые дома. Саид Джарсалия, Беслан Джинжолия, Абхазское телевидение. Мы не раз в наших выпусках рассказывали о многоэтажных домах, в которых существует проблема с канализацией. В одном из таких домов в Сухуми по улице Аргун 30 в ближайшее время вопрос будет решен благодаря помощи столичной администрации. За счет городского бюджета также проводится частичный ремонт детского садика «Апра». Репортаж Ирины Аршба. Вот уже 10 дней, как проводятся работы по восстановлению канализационных и водопроводных сетей дома номер 30 по улице Аргун. 9-этажное 4-подъездное здание полностью заселено. Как говорят жители, более 7 лет в их доме не работала канализация. Все канализационные отходы выливались прямо в подвал, оттуда вытекая на улицу. Со временем возле жилого дома образовалось зловонное болото. Вонь, запах, вот эта вся гадость, которая была, вплоть до того, что дети даже попадали в больницу. Работы, видите, ведутся, уже делаются. Помимо того, что и канализационные трубы ремонтируют, еще и облагораживают территорию, помогают, чтобы чуть-чуть как-то было лучше. И слава Богу, услышали мольбы наших жильцов. Все, которые здесь живут, просили, кому обращаться, не знали, что вот сделали у нас такую вот помощь, оказали нашему дому. Специалистам пришлось сначала высушить образовавшееся болото, чтобы техника смогла подъехать к месту ремонта канализационной системы. Для этого строители завезли сюда 30 машин балласта. Все работы планируется завершить в ближайшие дни. Эта проблема давно волновала жителей, так как канализационные отходы собирались в подвале, стоял жуткий запах, антисанитария. И вот сейчас уже работы подходят к завершению, восстановлена канализационная система, установлены новые колодцы. Сейчас внутри подвала ведутся работы по восстановлению водопроводных сетей, очистки подвала. Сегодня также начаты работы в 3-этажном доме по улице Дзидзария, 48. В подъезде будут полностью заменены деревянные лестницы, которые находятся в аварийном состоянии. Еще на одном объекте за счет средств из городского бюджета проводится частичный ремонт. Детский сад «Апра» находится в одном из самых живописных районов Сухума – Маяк. Здесь есть все возможности для интересного и полезного времяпровождения детей. А от прекрасного вида на море невозможно оторвать взгляд. Детсад давно нуждается в капитальном ремонте. Здание администрации садика и кухни находятся в аварийном состоянии. Вдоль стен огромные трещины. Повсюду обсыпанная штукатурка и плесень, ободранные полы. В ноябре прошлого года за счет средств столичной администрации во всех корпусах садика была полностью заменена крыша. Сейчас мэрия вновь изыскала возможность, и в одном из корпусов на 1-м этаже начался капитальный ремонт. Стены очищены до основания. Будут установлены новые стеклопакеты, электропроводка, санузлы. Одним словом, все будет сделано с нуля. В этой группе, где мы сегодня находимся, было ужасное состояние, грибок вылез, стены были сырые, и окна, и двери, и пол был ужасный. Невозможно было уже просто находиться. И благодаря, конечно, главе администрации Адгуру Руфетовичу дали нам добро. За короткий срок вы видите, сколько всего сделали. Я думаю, что в скором времени
они закончат, и дети будут здесь находиться уже в других условиях. По словам Тимура Агарба, сметная стоимость проводимых работ составляет 1 миллион 700 тысяч рублей. Капитальный ремонт помещения планируют завершить к концу ноября. Коллектив детсада надеется, что вот так, поэтапно, будут приведены в порядок и другие корпусы детского дошкольного учреждения. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Практически каждый ливень в столице вот уже на протяжении не одного десятка лет по обыкновению подтапливал дворы, городские улицы и жилые дома. Но теперь, благодаря российской инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы, ситуация меняется кардинальным образом. Госпредприятие «Абхазберегозащита», госкомпания «Абхазстрой» проводит масштабные работы по очистке и укреплению берегов рек в Сухуми. О том, на какой они стадии, расскажет Нала Кофе. Благодаря инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию республики появилась возможность начать работы на 4 реках столицы, которые считаются наиболее проблемными – Гариквара, Адзапш, Басла и Сухумка. Немало хлопот они доставляют местным жителям после ставших в последнее время привычными проливных дождей. Жители улицы Титова, наконец, перестанет топить. Обычно спокойная река Адзапш во время ливня выходит из берегов, затапливая близлежащие дома и дворы. За последние 20 лет здесь, наконец, идут масштабные берегоукрепительные работы. Однако стоит отметить, что некоторые недобросовестные жители города порой используют реку для выброса мусора, что абсолютно неприемлемо. Бытовые отходы приводят к заторам и переливам этих рек и в конечном итоге наносят колоссальный ущерб. Госкомпания «Абхазберегозащита» проводятся работы не только по расчистке русел рек, но и по сооружению гидротехнических конструкций, где это необходимо, направленных на укрепление береговых линий. Здесь запланировано было в районе 36 метров стены. Но поскольку подмыло оба берега, приходится делать где-то в районе 70 метров стена здесь будет. Поскольку приходится работать в воде, лучший вариант был рассчитан – это ставить кубики и армировать каждый слой кубиков поясами бетонными с арматурой. Работы на реке Адзапш только начались и завершатся к концу месяца, между тем как Сухумка практически готова к осеннему сезону дождей. На реке Сухумка залили стенку длиной около 52 метров. Осталось залить небольшой участок 14 метров. Из графика производства работ мы не выходим. В графике все как надо. И такие же аналогичные стенки заливаются на реке Басла и Гариквара. Тоже в графике укладываемся. Работы на реке Сухумка завершатся в ближайшие 2 недели. Местные жители могут больше не переживать, ведь в их дома впредь вода заходить не будет. Вот аж куда шла вода. Вот это непредсказуемая наша маленькая Сухумочка. Так что благодарность всему правительству, рабочим, начальству, кто здесь мучился, работал. Совсем скоро берегоукрепительные работы начнутся и на реках Гариквара и Басла. Общая сумма работ, выделенных по российской инвестпрограмме, составляет около 61 миллиона рублей. На Алакове, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Внимание, розыск. МВД Абхазии разыскивает Малхасяна Крикора Хареновича, 1945 года рождения, который 12 октября вышел из дома номер 540 в селе Шера Сухумского района по улице Братьев Изугбая и до сегодняшнего дня не вернулся. Разыскиваемый слабослышащий, имеет при себе слуховой аппарат. Просьба ко всем, кто видел Малхасяна Крикора, позвонить по телефонам 229 74 99, 226 41 41 или 770 92 64. 14 и 15 октября впервые в Сухуми пройдут сразу 2 крупных события. Кубок Евразии по плаванию на открытой воде и соревнования по триатлону, организатором которых выступают Федерации триатлона Абхазии и России. 14 октября состоится финал Кубка Евразии по плаванию на открытой воде. Также Федерация по триатлону России ежегодно проводит серию стартов «Титан». В этом году в соревнованиях впервые примет участие и Абхазия. 15 октября в Сухуми пройдет один из заключительных триатлонов всего сезона 2017 года. Это плавание, велоэтап и беговой этап. На стартах по триатлону стартуют 2 взрослых дисциплины – олимпийская и спринт. И
детская дистанция. Принять в них участие могут не только профессиональные спортсмены, но и любители. Соревнования пройдут на набережной Махаджиров с 8 утра до 15 часов. Как сообщает администрация города, в воскресенье 15 октября в связи с проведением в Сухуми международных спортивных соревнований «Титан-триатлон» движение троллейбусов по маршруту номер 2 Маяк-Тхубун будет приостановлено с 8 до 15 часов. Все остальные маршруты будут работать без изменений. А сейчас прогноз погоды. По сообщениям синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается неустойчивая погода. В субботу переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь. В воскресенье облачная погода с прояснениями. Ночью в первой половине дня дождь, во второй половине без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем 15-20. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире.